Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Данные с Нижнекамска по выбросам загрязнения атмосферы. Воздух под контролем цифры. Так экология выходит на новый уровень. Главный двигатель – национальный проект. На оздоровление Волги 10 миллиардов. На реконструкцию очистных в Нижнекамске почти 2 миллиарда. На чистую воду еще миллиард. Быстрее всего эффект от нацпроекта «Экология» можно увидеть на примере свалок. Мы приступаем к рекультивации свалок у села Просья Нижнекамского района площадью более 15 гектаров. Совместно с муниципальным образованием в 2019 году ликвидировано более 1600 незаконных свалок. Острее всего вопрос с мусором стоит в столице. К 2022 году заполнятся все казанские полигоны ТКО. Здесь должен прийти на помощь завод по термическому обезвреживанию мусора. Есть территория, где мы планируем строить этот комплекс. Мы должны доказать, что никаких экологических изменений не будет. Другого решения пока в мире нет. Министр уже договорился с федеральным министром Германии, чтобы они помогли нам провести международную экологическую экспертизу. А зарубежные специалисты могут взять у нас мастер-класс по сохранению лесов. В лесном хозяйстве республики нет пожаров уже 10 лет. Несмотря на это, за последние 7 лет на 430 миллионов обновлено оборудование и закуплено 150 единиц техники. Повышается лесистость, но в то же время острым остается вопрос с зарплатами. Их средний уровень в отрасли только 21 тысяча. Рустам Миниханов поставил задачу решить эту проблему. Плюс привести в порядок лесозащитные полосы у дорог. Поручая первому заместителю министра лесного хозяйства Республики Татарстан разработать предложение по учету ранее созданных защитных насаждений и механизм по осуществлению их охраны и защиты воспроизводства для дальнейшего их внесения в руководство республики. Задачи экологов и лесников до 2024 года напрямую связаны с национальным проектом Владимира Путина «Экология». 78 лет продолжительной жизни, если мы не обеспечим хорошую воду, наличие лесного массива и вообще соблюдение всех экологических требований, конечно, это невозможно. И по экологии Татарстан в лидерах среди регионов страны. Профессионализм работников отрасли в очередной раз подтвердил тот факт, что Татарстан по итогам 2018 года попал в десятку лидеров рейтинга региона по эффективности реализации переданных полномочий. И сегодня республика подписала соглашение о сотрудничестве с федеральным оператором по обращению с отходами 1 и 2 классов. Теперь татарстанские предприятия получат доступ на специальную электронную площадку для решения вопросов с промышленными отходами. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.